Хорошо, начнем. Салям алейкум. Говорим о социально-политических темах, касающихся Крыма и крымских татар. И сегодня будем говорить с Сияром Куршутовым, бизнесменом. Интересно было давно поговорить с вами о том, что вы думаете о том, что происходит в Украине и в Крыму в частности. Но так как мы предполагаем, что помимо социально-политической жизни мы обсуждаем и персоналию в принципе, а, думаю, что большая часть, скажем так, условно материковых крымских татар, возможно, и знают, кто такой Сияр Куршутов. Не уверен в том, что медийно знают на территории оккупированного Крыма. Но мы знаем, что вы бизнесмен в агросекторе, в секторе недвижимости. Расскажите нам, как вы заработали свой первый миллион? Как я заработал свой первый миллион? А вот можно вам встречный вопрос? Да, Сколько у конечно. вас денег? Ну, в Я- целом, вот у вашей семьи. Ну, вы понимаете эту цифру? В Ну, Это принципе, да, потому, я что думаю. вы не Вот вы считали, да? сколько вы в жизни заработали? Вот вы... Так и я не считал. Вот я вам очень просто отвечу. Я когда первый, второй или 10-й миллион заработал, я этого не понял. Это происходит абсолютно отдельно. Это, знаете, у меня есть товарищ, он как бы, ну, долларовый миллиардер. Да, это, говорит, вот миллионером можно стать там определенными усилиями, там, системность, бизнес, знания, там, понимание. Ну, кому-то, может, с неба упало тоже. Фактор фарта исключать нельзя. А миллиардером это миллионер, у которого так получилось. Ну, вот у меня так получилось, я как бы заработал первый миллион, и, наверное, заработал не только первый миллион. Как? Да, торговал, оптовой торговлей заработал, потом логистикой занимались, транспортная компания была, потом начали девелоперские проекты, потом начали входить в агросектор. Но сказать, что я там когда-то был момент, когда я понял, что у меня есть миллион или 10 миллионов или 100 миллионов. Такого момента не было. Мне постоянно не хватало денег. Это систематический процесс. Ты постоянно вкладываешь, ты постоянно идешь в некоторые авантюры. И я вас уверяю, что в день начала войны количество наличных денег в моем сейфе было, это была очень прозаичная цифра. Ну, по крайней мере, для простого человека она большая, но для людей из моего окружения это просто, ну, достаточно смешные деньги, потому что, ну, оно все в бизнесе, и ты на самом деле не можешь понять и взвесить свой капитал. Ну, вот когда, Ну, когда читаешь о вас новости, да, то есть что-то хочешь найти, то часто всплывает слово контрабанда и король контрабанды и все остальное. Почему так? Вы можете объяснить? да, конечно, могу. Смотрите, а, да, часто всплывает слово контрабанда. Давайте встречный опять вопрос в рамках объяснения. Смотрите, где оно всплывает? В Гугле, на каких сайтах? Ну, например, скажем про Исландия, проект Исландия. Вот там вы были в интервью у Иванова, и там он Это вас также так и спросил. я, так и я, король, так король, вопросов нет, так и нет вопросов. То есть к контрабанде я причастен только по версии нашего недалекого президента Зеленского и его, как бы так мягко выразиться, главы офиса его президента, да, который на меня пытаются вешать всех собак. Ни одной публикации в интернете на сколько-нибудь авторитетном источнике вы не найдете. Обо мне не писал ни один из ключевых медиахабов, сайтов там в нашей стране. Это какие-то помойки, которые там за 200, за 300 долларов что-то распространяют. Я принципиально ничего не вычищаю, тем самым демонстрируя, что мне абсолютно безразлично, и ко мне, в моем понимании, это не липнет. Поэтому, ну, я инвестировал в экономику нашей страны, наверное, если
не более 100, то много десятков миллионов долларов. Я думаю, что мы там за 100 перевалили, но я не считал, опять же, это как Больше эксперт. всех это какие сферы? Аграрная сфера, молочная переработка. Были мы акционерами Ичнянского молочно-консервного комбината долгое время, до 2022 года. Это крупнейшее предприятие, которое держит более 25% украинского рынка сгущенного молока и молочных продуктов, и более 70% экспорта всего украинского это предприятие производило на момент, когда я им совладел. То есть как бы целый ряд предприятий, ну, агросектор, наверное, ну, последние годы был основным бизнесом. В 2021-2022 году, в декабре 2021 я вышел из всех перерабатывающих активов, завершил все сделки. Мы ранее начали эти сделки еще там в апреле 2021 года на фоне надувания мировой экономики ковидными деньгами. Я лично понимал, что цены на сырьевые активы и на первичную переработку поползут вверх за счет печатки доллара и евро и дикой эмиссии мировых валют. Да, ну я понял, что есть там год-два быстро выскочить, потому что от добра не ищет из активов. Ну так, войну мы, конечно, не предсказывали, я в нее до последнего не верил, но вот так получилось за счет понимания каких-то экономических процессов. Мы выскочили как бы из всех ключевых активов, там, грубо говоря, там за полгода-год до войны. В 2021 году. В начале войны вы говорили о том, что бизнесу, крупному бизнесу в Украине и вообще, я так понимаю, в общем бизнесу нужно перестроиться и встать на военные рельсы, адаптироваться к сегодняшней ситуации. Вы смогли это сделать? И расскажите, как вы Что я смог, адаптировались. это продать 99% украинских активов. Да, и, собственно, не инвестировать в Украину, пока мы очень любим нашу страну, но деньги любят тишину. И пока в стране нестабильная политическая ситуация, пока в стране война, пока в стране эти безудержные экономические реформы Гетманцева и компании, разгул силовиков, понятно, что любой психически здоровый человек, который любит свою страну, но и любит себя и свои деньги, он в страну инвестировать сегодня не будет. Бизнес действительно должен был перестроиться на военные рельсы, и многое можно было поменять, но вместо этого наше правительство, наш президент прекрасный выбрал для себя путь закрутить гайки и стать маленьким Путиным или Лукашенко. И рассказывать какие-то басни людям по вечерам, ничего нового и хорошего не вводить, не производить. У нас разгул силовиков, разгул коррупции, массовая блокировка налоговых накладных. Ни одного иностранного инвестора, даже компания турецкая Байкар, производитель Байрактара, жаловалась о том, что с них требуют взятку за подключение завода воюющей страны, завода Байрактар, воюющей Подключение к стране, электроэнергии. за подключение, по-моему, к коммуникациям всем вместе. Насколько я знаю, там в медиа звучала электроэнергия, но, насколько я знаю, это речь шла о комплексном подключении ко всем коммуникациям. А разве до войны не было такой проблемы? Разгул силовиков? Смотрите, Гетманцев тоже был раньше у власти. Эмиль, очень просто, смотрите, до войны был экономический это потенциал. Смотрите, кто-то инвестирует в Африку, потому что там рентабельность 40% годовых на деньги. Кто-то инвестирует в Швейцарию, там рентабельность 2% годовых на деньги или 0%, бывает минус 0,5%. Да, деньги. Но там есть абсолютная гарантия сохранения твоего капитала. Кто-то ищет тихую гавань, кто-то ищет высокорисковые и высокомаржинальные страны. Украина до войны была одной из таких стран относительно недалеко там от Европы. По крайней мере, на постсоветском пространстве это была прекрасная страна, где соотношение высоких рисков и высокой ебеды, высоких заработков было, как мне казалось, очень оптимистичным.
И Гетманцевы и все остальное, Порошенко, Зеленский, оно все этим нивелировалось, вы понимаете? А сегодня у нас экономический потенциал, то есть бизнес выживает, то есть там сверхприбылей ни у кого нет. И вы его продолжаете, ну не вы, а товарищи его продолжают душить. Поэтому то, что можно было делать до войны, да, сегодня это просто смерть. Ну вот и все. Это как курение для человека больного туберкулезом и для здорового человека курение. Для здорового это просто вредно и не способствует здоровью, там, плавно его ухудшая. А для больного туберкулезом это смерть в течение там, обозримого количества месяцев. Там, да? Вот сегодня в Украине экономическая политика соответствует образу курильщика-туберкулезника. Вот и все. Но Понятно? вам в первые 2 недели войны все-таки казалось, что есть определенное правильное администрирование страной. Что, по-вашему, изменило это спустя год войны? Правильное администрирование страной казалось... Смотрите, мы ну, откровенно совсем, мы в первые месяцы войны, я что же человек? Я человек очень эмоциональный и достаточно простой в коммуникации. Мне в первые месяцы войны много чего казалось. Я много в чем заблуждался. Некоторые люди мне казались более адекватными, чем они оказались на самом деле. Да, я во что-то верил, во что-то, в чем-то разочаровался. Ну, сейчас задним умом, уже понимая ретроспективу, я понимаю, что люди, которые случайно оказались волею судеб у власти в Украине, еще и в такой период, просто неадекватны этому периоду и неадекватны вызовам, которые перед страной стоят. В первые недели, да, на эмоциях мне, может быть, казались какие-то вещи. Я думаю, что в первые месяцы войны у всех эмоциональное состояние было такое, что кто-то мог во что-то верить, в чем-то заблуждаться и так далее. Но сейчас у меня более холодный, трезвый взгляд, и с меньшей вероятностью я заблуждаюсь. Поэтому я считаю, что эти люди просто циничные воры, которые крадут у нашего государства будущее. И крадут у крымских татар возможность вернуть Крым. Потому что с такой экономической политикой, с такой коррупцией в Министерстве обороны, с таким отношением к западным партнерам и к, как нам кажется, навязываемым, а на самом деле предлагаемым нам абсолютно адекватным там, реформам, детинизации и всему остальному, я боюсь, что территории мы не сможем все отвоевать. Ну, то есть 91 года границ не будет на этом этапе, по крайней мере. Придется ждать развала России, ждать, возможно, придется не так мало, как многие думают. И это и есть большая проблема. Мне хотелось бы спросить, какая самая главная ошибка, на ваш взгляд, с точки зрения экономики совершает сейчас власть? Смотрите, а вы неделю назад... Я вам буду вопросом на вопрос иногда отвечать. Можно? Можно. Только вы же мне отвечаете. Здесь можно. Да, я у вас про первый миллион спросили, вы его спрятали, спросил, вы его спрятали, промолчали. Я у вас спрашиваю. В следующий раз, когда вы пригласите нас тоже на интервью, вы можете тоже спрашивать про первый миллион. Так, смотрите, да, вы неделю назад, где-то неделю, 10 дней назад слышали комментарии Байдена по поводу вступления Украины в НАТО, помеха которой является коррупция? Да. А скажите, пожалуйста, а если президент США, страны, которая оказывает львиную долю нам военной и финансовой помощи, и без которой, вы понимаете, что русские уже бы, точно были бы, наверное, даже в Киеве, да, и вообще непонятно, куда бы дошли, и все было, государства уже, наверное, не было. Прямым текстом говорит, что у нас есть проблема с коррупцией в оборонной сфере, которая не дает нам вступить в НАТО. А НАТО – это то, что после войны даст нам гарантии безопасности. А западный инвестор
и вот эти все сказки про восстановление, реновации и все остальное может прийти массово только туда, где есть понятная модель безопасности, вот как в Южной Корее. Есть разделенная страна, есть линия, есть ядерное оружие у Северной Кореи. Но Южная Корея теми или иными методами, ПВО, международные взаимоотношения, какая-то конструкция, Тихоокеанский флот, наверное, США и так далее, гарантировала себе безопасность в понимании инвестора. Потом они создали экономический фундамент, правила, суды, налоги и все остальное, и туда потянулся инвестор. Да. А не вступление в НАТО или не получение твердых гарантий для территорий после окончания этого этапа конфликта, я далек от мысли, что это последняя война с русскими, особенно в случае неполучения таких гарантий. Это обрекание нашего государства на десятки лет экономически серой зоны. То есть это только внутренний инвестор, которому больше некуда идти, который ничего не умеет за границей. Кто из серьезные экспаты денег в воюющую страну не понесут без гарантий, даже на подконтрольную часть территории без гарантии безопасности. Особенно после того, как после 2014 года там были какие-то небольшие, но все же инвестиции в нашу коррупционную экономику. И в 2022 году многие эти инвестиции закончились большой войной и полной их декапитализацией или просто уничтожением физическим. Поэтому, возвращаясь к вашему базовому вопросу, вернее, сначала к вашему вопросу, а потом к вашему ответу. Да. Что самая большая проблема? Это ваш ответ. Вы же слышали Байдена. Это ответ Байдена самый большой. Что у нас сидит правительство, в котором есть министр обороны, который проворовался, который яйца по 17 гривен покупал. И поверьте мне, закончится война, все узнают, как эти люди покупали гуманитарные клистроны, которые Британия выделила по гуманитарной помощи, они не номерные. Они 3 месяца валялись во Львовской области на складе, а потом их продали Министерству обороны. А сейчас бумаги уничтожили, думают, что их копий ни у кого нет. И в таких случаях, как в первые дни войны на неизвестные турецкие компании, которые работают с турками, сотни миллионов долларов были отправлены безвозвратно. Кусочек, кстати, на УП этой истории уже вышел там месяца 1,5 назад, вы должны были видеть это и так далее. То есть есть конкретно люди, которые откровенно проворовали. Они продолжают рассказывать басни. Им Байден рассказывает, что, пацаны, вы в НАТО не вступите, у вашей страны будущего без гарантии безопасности не будет. Да, прекратите красть, проведите там 1-е, 2-е, 3-е, там какие-то элементарные реформы в условиях военного времени. Парламент может это все проголосовать там за 3 дня. И подготовить это можно, и протолкнуть за 3 дня. Вы же это хорошо понимаете. Но нет, мы этого сделать не можем. Мы делаем вид, что мы не слышим президента США. Мы слышим только Ермака и Зеленского, и они слышат только себя самих и друг друга. Ну вот это вся история. Поэтому вот самая наша большая... Я на самом деле не сильно собирался с вами говорить о политике. Я думал, что мы поговорим о Крыме, о нашем народе. Но раз вы считаете, что со мной, кроме политики, поговорить не о чем, я вам еще на 10 таких вопросов отвечу. Нам интересно ваше мнение. И вот после сказанного, в том числе интересно, у вас есть вообще оппозиционные политические амбиции? Боже упаси, я политические амбиции нет вообще никогда, я ни в какой... Смотрите, если бы я хотел быть депутатом парламента, я бы в 2019 году им железно стал. Больше того, у меня в 2014 или в 2015 еще такая возможность была, но она не было конкретного предложения. Я тогда был молодым совсем, я мог бы пойти еще с дуром. Но конкретного предложения не было, а проситься мне было стыдно. Ну, как-то не так, наверное, воспитан. Почему в 19-м именно? А в 19-м году меня конкретно в несколько списков, ну, не в «Слугу народа», слава богу, и не в БПП приглашали на места, которые потом оказались проходными. Ну, мне просто... Я далекий от этого человека. Я хочу
жить, как я хочу. Я не хочу, чтобы моя жена декларировала свои сумочки и украшения. Ну, честно, у меня все есть. Я просто этого не хочу. Мне нечего скрывать. Да, я хочу ездить на той машине, на которой я хочу, хотя она достаточно скромная. Я не хочу ни перед кем отчитываться. Я не хочу рассказывать бабушкам какую-то чепуху, ремонтировать подъезды, рассказывать, что мы вам покращим життя и лоббировать свои интересы. Мне это не интересно. Я не тупой, я могу деньги заработать сам. А вот Мне, что-то мне, мне, идеальное, в мне идеальную мандат политику не построения нужен. государства, условно идеального, вы не верите в Украине? Смотрите, ну, человек играл на рояле, ему за него проголосовало 73% избирателей. Скажите мне, пожалуйста, человек устроил в нашей стране совместно с сумасшедшим соседом войну, да, его поддерживают 80% населения, там вот эту социологию смотрели. Скажите, пожалуйста, а вы верите, что наш народ способен выбрать адекватного правителя? У него хоть раз получилось? Ну, наверное, должно поколение пройти. Вот этот совок с нас должны какие-то травмы произойти у общества. Одна из них война, чтобы мы стали зрелыми, сознательными и начали выбирать более адекватных людей. Это же не про Зеленского и не про Порошенко. Это в целом про выборы наших людей. Я не А хочу этих... есть достойные люди, за которых можно голосовать вообще Смотрите, сейчас? если я сейчас скажу, перечислю их по фамилиям, у них завтра начнутся обыска. Ну, во-первых. Во-вторых, достойных людей... Смотрите, я еще раз говорю, я человек. Я в начале войны, допустим, я вам честно сказал, вам, наверное, мало интервьюеров говорило, что они в чем-то ошибались. Я вам прямым текстом говорил, да, я заблуждался, ошибался. Но я вам сейчас назову 3 достойных, через 3 года буду стесняться того, что он сказал, и буду признаваться, что я ошибся. Но я устал очаровываться, я не понимаю в политике на таком уровне, чтобы говорить, что это достойные, это нет. Я за внешнее управление полуколониальный режим Соединенных Штатов. Ну, это шутка, в которой только доля шутки. Но я абсолютно выступаю за все реформы, которые нам навязывает западный мир, цивилизованный мир, потому что я не хочу жить в аналоге безъядерной и безгазовой России, которая называется Беларусь, аналог которой тут пытаются сейчас построить. Пытался Янукович аналог построить, не получилось. Сейчас пытаются эти ребята, тоже не получится. Ну пусть пытаются. Перед темой Крыма хотелось бы узнать у вас по поводу того, исключили ли вас из списка санкций или нет, и почему не И меня исключили. еще в руки включили. У нас Да, это Владимир Александрович с Владимиром Владимировичем удивительно по поводу меня единодушны. Не, я с президентом сужусь в Верховном суде. Они всячески тянут время, но придет день, мы выиграем у него суд. Когда вы подали иск? Сразу же после наложения 2 года назад, но там длинные достаточно процедуры, процесс потихонечку идет. Если бы не война, мы бы уже закончили бы этот процесс. и какие ожидания у вас, Ну, что выиграть, должно... конечно. Смотрите, я никогда не делаю ничего, в чем я не уверен. Я делаю для того, чтобы выиграть. Ну, я не делаю для... Ну, я не люблю фикции и имитации жизни. Да, я выиграю. На вас наложили санкции РНБО. Как, по вашему мнению, какая главная причина? Смотрите, допустим, если я за неделю до этих санкций был в офисе президента и встречался с главными людьми там, я никогда не говорю о своих, я не боюсь этих людей, как вы понимаете по предыдущему моему спичу. Я просто никогда не рассказываю подробности, если мы с вами о чем-то поговорим кулуарно, ну, это между нами должно умереть, да, ну, вот я этих людей презираю, но я не могу сказать о чем, но у нас был ряд очень откровенных разговоров. За месяц, за 2, за 3, последний где-то за неделю, может за 10 дней, может за 5 дней, я точной даты не помню, она записана, да, когда я был в офисе президента. Скажите мне, пожалуйста, если я там был за неделю до, как вы думаете, эти люди знали, с кем они, и мы плотно до этого сколько-то месяцев, лет общались. Эти люди знали, с кем они разговаривают?
Тогда в чем причина? Подождите, нет, ну вы ж не отвечаете мне вопросом на вопрос, вы ж не я, это ж моя. Вероятно. Вероятно, знали, замечательно. Скажите, пожалуйста, если я с этими людьми встречался, общался, с кем-то переписывался, да, все же все понимали. В чем причина? Смотрите, личная неприязнь, не сошлись характерами. Я не буду выносить кулуарные причины на поверхность. Вы извините, это просто не в моих правилах. Поверьте мне, если вы об этом узнаете, у вас волосы станут дыбом. Просто какие мелкие, ничтожные люди нами управляют. То У вас есть примерно шутка про не сошлись с характером, она может быть и не шутка, да? Так нет, подождите, это не шутка, я не сказал про шутку. Я про внешнее управление была шутка, в которой доля шутки, которую я поддерживаю. А про не сошлись с характером это абсолютно серьезно. Но смотрите, я воспитан в такой семье, и я представитель того народа, с которым нужно разговаривать уважительно. Хамить мне не нужно. И если я не чувствую к себе уважения, я прерываю любой разговор. Сидит передо мной руководитель какого-то государства временный, или сидит передо мной мой там какой-то рядовой сотрудник, и я требую к себе просто элементарного уважения и корректного разговора. Если люди, которыми руководят какие-то эмоции, адреналин, может, какие-то наркотики, я же там свечку не держал, не знаю, считают возможным как-то некорректно со мной разговаривать, я обычно встаю и прерываю разговор. Ну, это один из таких случаев. Тему разговора и тезисы я раскрыть не могу. И не раскрою их после смены власти. Почему? Потому что это мой частный разговор с теми или иными людьми. Нравятся они мне, не нравятся. Я туда своими двумя ногами пришел. А больше того, я туда еще на машине в служебный двор заехал, даже не своими ногами пришел. Так что вот такой я опасный санкционный контрабандист по версии офиса президента. Как вы думаете, когда вас исключат из этого списка? Смотрите, ну у меня 3 года срок санкций, он проходит в апреле следующего года, меньше года осталось. Я не удивлюсь, если эти черти что-нибудь мне продлят и так далее. Они, смотри, они могут делать все, что они считают нужным. Я ни разу нигде не пожаловался, что меня догоняют не по закону, что что-то делают не так. Я не отношусь к тем людям, которые всю жизнь нарушали закон, а когда их взяли за задницу, кричат, что «ай, это ж беспредел». Да, вот они сейчас утверждают весь пакет методов, новые вообще, незаконные, я согласен, но я не буду жаловаться, методов расправы с теми, кто им не нравится или чем-то мешает, в том числе и на мне. Ну, какие-то беспредельные там санкции, обыска, решения, там, все, что они делают, это просто, это около юридическая психиатрия. Да, и нельзя им мешать. Они могут что-нибудь мне продлить, я не удивлюсь. Я вообще спокойно готов ко всему, абсолютно готов. Пусть они потом не жалуются в случае, если что-то изменится. Вот и все. Ну, просто они сейчас пакет методов используют, которые будут использовать со временем против них. Они нарушают Конституцию и создают практику ее нарушения. Потом эта практика в худших манерах может развернуться против них, как против Януковича, как против каких-то других людей в нашей стране. Поэтому я не знаю, когда они закончатся. Меня это мало волнует. Я в Украине бизнесом не занимаюсь. У меня арестованы там какие-то небольшие активы, которые были на момент принятия санкций не проданы еще. Ну, как бы арестованы, и черт с ними. Бог дал, Бог взял. Я к деньгам отношусь и к активам очень философски. Давайте откроем тогда тему Крыма. Вы сказали о том, что, возможно, заморозится конфликт и так далее. Вы не верите в деоккупацию Крыма? Верите? Или Смотрите, я мечтаю о деоккупации Крыма. Но я на этом этапе не вижу к ней предпосылок. Все. Чтобы деоккупировать Крым, мы должны быть точно лучше организованы, лучше оснащены, лучше взаимодействовать с нашими партнерами на Западе, получать больше оружия и не создавать каких-то тревожных предпосылок
внутри страны своей коррупцией и дебильной политикой. Поэтому на этом этапе не верю. А в необратимость деоккупации там, в какой-то среднесрочной перспективе 10-15 лет верю. Вот как бы так. А в деоккупацию там в этом году я уже выиграл ящика 3 вина у кучи людей, которые ставили на то, что прогноз Буданова, что мы в мае будем на админгранице Крыма, сбудется. Ну вот май прошел, Буданов на должности, а на админгранице мы в лучшем случае непонятно где там. До админграницы еще сколько-то 100 километров, сотня. Поэтому нет, я не верю. Ну, Юсов недавно сказал о том, что все-таки будем возле Крыма тогда, когда будет жарко. То есть не в конце мая, там как бы Главное управление разведки не вангует, но Знаете, Юсов это кто, можно узнать? Юсов співробітник Генерального управління розвідки. Я просто не знаю, ну, этих великих всех наших Шерлока Холмсов, разведчиков, да, извините. Поэтому пофамильно Буданова видел по телевизору. Ну, не знаю, что он там сказал, кто это вообще, откуда он взялся, с чего вы решили, что он как разведчик компетентен и что-то знает. Ну, если вы ему верите, мы можем с вами на бутылку вина поспорить. Первый день, когда будет опустится температура ночью ниже нуля, мы не будем на админгранице Крыма. Ну, вот что вы подразумеваете под этапом? Вот вы говорите, на этом этапе мы не готовы. На этапе чего? Это этого анонсированного контрнаступления или чего? Ну да, анонсировано. Во-первых, контрнаступление не терпит анонсов, мне кажется. Вам так не кажется? Ну, это ж как бы выглядит как драка третьеклассников, который говорит, я сейчас тебя ударю, а тут говорит, а попробуй. Ну, это ж абсурд, это ж к войне не имеет никакого отношения. Слушайте, я, честно, ну, как бы не военный эксперт, да, не Юсов, не позволяю себе судить о вещах, о которых я понятия не имею, как и он, подозреваю, не имеет понятия, только позволяет себе судить. Но вопрос в чем, что я с вами готов поспорить на бутылку вина, или на что вы скажете, в том, что когда температура опустится в Киеве ниже нуля, мы не будем на админгранице Крыма. Если вы верите в прогноз, который вы положили в основу мне вопроса, давайте поспорим. А я, в принципе, в это не верю, потому что я вижу, что мы не готовы, что мы идем по плохому пути, мы идем по пути внутренней смуты, экономического хаоса, управленческого хаоса, коррупции, воровства. Да, и мы пойдем по пути утомления западных партнеров. Поэтому, к сожалению, я думаю, что нашего атакующего потенциала может на что-то, я надеюсь, еще хватит, но не хватит на деоккупацию Крыма на этом этапе. Будет через какое-то количество времени вынужденная заморозка конфликта, как бы мне не хотелось обратного. Поверьте, я мечтаю, чтобы мы восстановили наши границы, и крымские татары вернулись в Крым. Я надеюсь, что мы про Крым еще поговорим, а не только о коррупции и санкциях. И после этого будет какое-то количество лет на то, чтобы построить государство по принципу мобилизационного проекта, где каждый гражданин будет что-то делать для государства и для безопасности. Построить наш Израиль или его аналог, да, и деоккупировать свои территории, потому что Россия действительно имеет все предпосылки к новому циклу полураспада, как Российская империя и Советский Союз. Ну, дело во времени, да, потому что время идет, подрастает поколение, крымские татары и жители Крыма, у них совсем другие проблемы, и они от этого страдают. И мы так рассуждаем о том, что насколько это реально или нет. Вот что им делать, крымским татарам сейчас, на ваш взгляд? Подождите еще раз. Да, вы просто, мне кажется, что вы формулируете вопрос, как будто я виноват в том, что Крым не деоккупирует. Я сказал, что я этого очень хочу, но я в это не верю. Да-да-да, я и говорю, мы рассуждаем. Да, вы скажите, вы сами верите в деоккупацию Крыма в этом году? Выход на не деоккупацию.
выход до перешейка на разминированный Ермаком и Зеленским перешейк. Верите? Я не знаю. Юсову верите? Я не знаю, я не знаю, я не слышал его обращения, я не знаю. Это честно. Хорошо. Байдена слушаете, Юсова нет. Вот это уже правильно. Вы на правильном пути. Да. Поэтому, ну, что нам делать крымским татарам? Да. Материковым заниматься своим бизнесом, бороться. Кто воюет, воевать. Поддерживать своих, прежде всего. Держаться вместе, помогать тем, кто слаб. Тем, кто в Крыму, ни в коем случае не высовываться, ждать момента, сидеть тихонечко, не сгореть раньше времени в этой ФСБшной топке, не стать сволочью, как стали всякие эти шерифы Османовы, Бельбеки, ну, прочее, это шваль, да, и так далее. Не стать предателем, как стало еще там 3-5% населения там, нашего народа. Да, оставаться собой, оставаться самобытными, сохранять культуру, сохранять язык, сохранять мечеть и молиться. Ну что, ну, не заниматься ни в коем случае, не влезть ни в какие политические акции на этом этапе, потому что когда будут проблемы, никто не придет на помощь. Украина не может помочь. Объективно, ни из-за Зеленского и ни из-за правительства. Объективно мы ничем не можем помочь крымчанам на оккупированных территориях. Поэтому тихонечко сидеть и ждать лучшего времени сохраниться. А что с нашими политическими правами, на ваш взгляд, на материке? Что с ними делать, пока ждут остальная часть в Крыму? Смотрите, а какие вы хотите политические права, Эмиль? Вот мне с вами вообще интересно. Я так жалею, что мы раньше с вами не познакомились, не пообщались. Да, расскажите, вот какие вам лично, как крымскому татарину, нужны политические права? Например, национальная территориальная автономия в Крыму, статус Крыма. Хорошо. Она вам нужна сейчас или тогда, когда Крым будет подконтрольной территорией? Я думаю, что если в Конституции Крым является территорией Украины, то нужно определить сразу, что это за территория. Скажите, а вы не допускаете, что это может вызвать, я в порядке посоветоваться с вами, вот вы как крымский татарин, не допускаете, что это может вызвать ряд проблемных моментов для крымчан, для крымских татар, которые находятся в Крыму, если это запишут в Конституцию, что их начнут там мучить, переселять дополнительно, еще что-то. Не дай бог, там часть какую-то попробуют в 21 веке депортировать, что-то еще. Что они выдумают? Вы понимаете, что это в принципе, как в 2014 году спич Фарион с трибуны Верховной Рады про украинскую мову, это в принципе провокация. Вся идея записать что-то в Конституцию на тему эксклюзивности, что Крым для крымских татар, на стадии, когда Крым контролируют, к сожалению, русские. И там 20 с лишним процентов территории Украины, к сожалению, они контролируют. По нашей же глупости разминировали Чингар. Да, я просто если вы уверены, что это не повлечет никаких последствий, вот вы гарантируете публично, я готов рядом с вами встать и сказать, что я посоветовался с вами и поддерживаю идею внесения этого в Конституцию. А поддерживаю ли я крымско-татарскую на этом этапе в Конституцию? Ну, уже сегодня. А в принципе, после деоккупации, конечно, Крым — это крымско-татарская автономная республика, где живут все народы в составе Украины, где крымские татары действительно имеют представительство во власти, где крымские татары имеют свой голос, да, где мы, как в Украине есть титульная нация украинцы, мы титульная нация автономной республики Крым в составе Украины вместе с украинцами. Не встретятся ли крымские татары после деоккупации с... те, кто нам навязывают, простите, Муслим, одну фразу мне буквально. А те, кто нам навязывают, там списочек сами посмотрите, вы же за всеми читаете, следите, вот посмотрите, те политические деятели, которые нам навязывают
давайте сейчас что-нибудь включим про автономию в Конституцию, они либо полезные идиоты, либо работают на русских. Ну, это либо агентура, либо они просто полезные идиоты и, ну, как Шариковы, что-то где-то должны кричать. Это кого вы имеете в виду? Посмотрите, ну вы ж можете прочесть список, вы можете вот даже этот список в следующей программе вывесить. Там цитаты каких-то наших политиков, общественных деятелей. Я вот никого... Я знаю, что эти голоса постоянно где-то раздаются. Да, ну вот так как бы. Ну а после деоккупации, в случае возможного получения национальной автономии, крымские татары не столкнутся с праворадикальными, настроенными против автономии, а настроенными за область крымскую? Вот с такими настроениями не столкнутся, как вы думаете? Такие вопросы часто решаются в двух плоскостях. Первая, она публично-политическая, она очень важна, но она не основная. Основная, эти вопросы решаются тихонечко и кулуарно. Мы должны быть собраны в кулак, мы должны быть единой силой, мы должны быть пассионарным народом, который может собрать большой митинг, требовать своих прав, который может и готов на любые акции, у которых в большинстве подавляющем есть единые лидеры будут на тот момент, адекватные времени, они из Советского Союза, и которые будут как бы вести народ вперед и уметь не только вести публичную политику, а иметь кулуарную политику, лоббистскую политику, договариваться с киевскими элитами, лоббировать себя через там, турецкие каналы, западные связи. Это сложная система, это реал-политик, вы поймите. И это зависит не только от праворадикальных взглядов народа, леворадикальных. То есть часто в политике, в подобных вопросах судьбоносных принимаются электорально непопулярные решения. Да, поэтому я вообще не боюсь о праворадикальных требованиях, леворадикальных, еще каких-то требований. Я просто говорю, что я поддерживаю идею национальной автономии после деоккупации. Я опасаюсь идеи и считаю ее распространителей полезными идиотами или агентами русских. Записать это в Конституцию сейчас, потому что это подвергает риску, в том числе и наших с вами родных и близких, не выехавших из Крыма. И третье, я не боюсь никаких там мнений, что Крым должен быть областью, еще чем-то. Я уверен, что в принципе это лоббируемая инициатива и реалистичная инициатива. К этому реально прийти, что Крым будет национальной территориальной автономией крымских татар. Ну вот вы сказали о том, что нужно материковым, если резюмирую, материковым сейчас развиваться, строить свой бизнес, работать и так далее, и потом как единая политическая сила, понимая, что такое реал-политик, работать на благо нашего народа и так далее. Сейчас вот на ваш взгляд есть такие люди, которые могли бы объединиться, и во что? Вот, например, единственный как бы аналог, который мы все с вами знаем, это Меджлис и Курултай, да, такая система, которая в долгое время обеспечивала народу представительство в Украине, в Крыму. На данный момент, вот сейчас можно ли как-то продолжать в том же духе, развивать в рамках... Сначала его надо переизбрать. Там скоро Рифата Чубарова в бронзе надо будет уже отлить. Но это уже, ну, ребята, это несерьезно на самом деле. Единственные выборы, вот вы меня про политику любите спрашивать, я не готовился, удивлен именно политической части вопроса. Надеюсь, я вас не разочаровал ответами. Вот смотрите, но единственные выборы в жизни, в которых я участвовал, это выборы еще до оккупации делегатов Курултая. Ну, мне кажется, что это важно. Это наш национальный парламент. Да, это какой-то чуть-чуть было плохо организованный дворовой, что ли, такой какой-то местечковой форме. Было много шероховатостей, было много странных делегатов и людей. Но это как бы наш народ, это наша выборность, и это наш рост, это путь нашего развития. Это очень важно.
Но вопрос там из-за каких-то формальных пунктов устава прекратить избирать Меджлис, переизбирать Курултай, и то, что там 10 лет уже в бронзе находятся какие-то люди, часть из которых откровенно сотрудничали после 2014 года с русскими, ну, меня это просто ужасает. Как его переизбирать? Ну, то есть, когда часть народа в А Крыму вы, кстати, отрезана... знаете, что вице-премьер из правительства Аксенова в Киеве живет? А по фамилии Ислямов. Ну, вы слышали такого? слышали, Вы конечно. знаете, что он у Аксенова был замом где-то несколько месяцев, полгода? Да, это объяснялось тем, что в тот момент нужно было спасать народ, когда был... Вы верили в это объяснение? Я на тот момент учился в университете, я тогда еще Ну, мало что вы понимал сейчас вообще. в ретроспективе, вы же уже В закончили университет. ретроспективе очень трудно оценивать ситуацию, не будучи там в этот момент. Хорошо, замечательно. Гражданин России, российский бизнесмен до того момента, находился в Крыму в правительстве Аксенова. Ну, как бы, ну, для меня это странно. Он живет в Киеве, что-то советует там, сидит в этом, ну, имеет какое-то отношение к Меджлису, как я понимаю, к нашему национальному движению. Я ему не доверяю. Я его не знаю, кстати, я ему не доверяю. Айдер Муждабаев по кличке Московский комсомолец. Да, вы скажите, а вот он меня, правда, в Фейсбуке забанил после каких-то нравоучений с его стороны, я ему что-то ответил нечаянно, и, короче, не выдержала душа поэта. Скажите, пожалуйста, а он точно должен нас учить жить? Делить там, рассказывать, как нам автономию принимать? У них есть бэкграунд, право на это и так далее. То есть, когда я говорю, что я не готов идти в парламент или в политику, у меня нет на этого морального права, в конце концов. У меня нету для этого компетенции, качественного образования. Я ничего туда хорошего принести не могу. Скажите, а эти люди готовы что-то хорошее в наше национальное движение принести? Я не Сейчас, трогаю Мустафу Джемилева. сейчас, сейчас, Это кумир, это духовный лидер нашего народа национальный. У моих покойных бабушки Харбабабу и Кана, бабушки, дедушки, его и Ильми Умерова почему-то на коне в начале 90-х годах на лошади во время какой-то манифестации фотографии еще такого качества из начала 90-х висели дома на тумбочке, стояли или висели, я уже не помню. Да, у меня это глазами детства вбилось в сознание. Эти люди, я со многим не согласен, но я никогда не буду их критиковать. Вы мне скажите, вот эти новые наши герои, вот двое перечисленных, я могу еще человек 20 перечислить, не хочу этих разборок. Вы мне скажите, они у вас доверие вызывают, у меня нет. что вы предлагаете, что делать, как их переизбрать? Я вам Как вы их предлагаю переизбрать? ответить, но вы же смотрите, вы меня экзаменуете, Нет, я вам задаю вы наш гость, которому да, мы задаем вопросы. я вам задаю, да, я вам задаю встречные вопросы, Ну, чтобы, давайте я отвечу. проверить температуру по палате. До Да, 2000, Муслим, ну да, до 2014, вот за Айдера сейчас не буду ничего говорить, начну с Ленура. Вы с Ленура начали. До 2014 года достаточный вклад в культуру крымских татар сделал Ленур Ислямов тем, что прав, он выкупил телеканал, начали согласен. сниматься программы, язык начал возрождаться, снялся первый фильм крымско-татарский, второй, да, после Амитхана. Не Амитхана, а забыл. Наш Алима Айдамах, да, после черно-белого фильма снялся там Не, это спустя очень хорошо. много лет. Да, спустя много лет снялся новый фильм и так далее. Если я не ошибаюсь, Ленур Ислямов завел в Курултай партию Куреш, вообще вложил деньги в Куреш, начал популяризировать общественно-политическое движение через АТР, снимая там выборы и так далее. Я первый раз увидел выборы по телеканалу АТР. Ну, я тоже был также Я тогда студентом в это время. ходил, судя по всему, выборы Курултая. Вот. Насчет Айдера могу сказать, что я его У вас несколько вот раз... сейчас доверие
Прошло 10 лет. Он у вас, то, что он заслуженный, почетный человек, потратил деньги, я понимаю, доверие он у вас вызывает? Доверие к чему? Чтобы он пошел делегатом Курултая и стал членом Меджлиса? И Да, отдал бы я за него голос? Это да. такой вопрос? Например. В 2015 году, когда был Не-не-не, в Всемирный конгресс, 2020 тогда я был... году. Нет, тогда я был за Ленура Ислямова, когда он выдвигал свою кандидатуру. Вот сейчас не знаю, не уверен. Да, и Хотя, Минск Мне, не уверен. мне нравится, что вы меняете наш формат и Нет, вы так заводите смотрите. в дискуссию, но это просто, если вот чисто пойти уже по Вот какой... здесь сидит три татарина. Да. Мы уже, в принципе, социологическая выборка небольшая, которые смотрите, не давайте только уверены, что... Нет, давайте я все-таки отвечу на вопрос. Да? Которые не уверены, что условный Ленур Ислямов достоин быть делегатом Курултая. Ну, а Но он вы им же является, отдаете голос за одного человека, правильно? Вы когда голосовали, вы за одного человека голосовали на выборах? по-моему, да. Вот. Поэтому я, отвечая, например, за себя, могу сказать, что я бы проголосовал за другого человека. Машалла. Вот. Слава Богу. А за кого проголосовали бы вы и за кого голосовали, кстати, вот в 2013 году? Я бы проголосовал и голосовал за Эльми Умерова и группу его там молодых выдвиженцев на тот момент. Фамилии я их, к сожалению, уже не помню. Один из его команды, если я не ошибаюсь, это был Эрвин Ибрагимов, которого выкрали в 2016 Да, году. Тоже да. был в списках, вы его помните? Ну, я его помню, ну, вот я так его даже визуально помню по Крыму, но как бы близко с ним никогда не был знаком. Здравствуй, ну, на уровне приветствия общались. Ну, когда, конечно, его выкрали, эту историю, да, конечно, все подобные истории я так или иначе читал, смотрел, ну, мне это важно, интересно. Ну, Сербия, вот по поводу голосования, которое могло бы быть, как бы вы его видели вот в условиях сегодняшнего дня? Как можно провести сегодня? Ну, поскольку сегодня Меджлис по факту на материке находится, в Крыму его проводить, наверное, опасно. Ну, давайте материковые пусть поучаствуют. Я не знаю формат. Мне сложно давать советы. Я, опять же, человек достаточно далекий от этих вопросов и не имеющий компетенции давать эти советы, да. Но в любом случае формат перевыборов нужен, потому что нынешний состав никак не отвечает как бы чаяниям нашего народа. Вот я добился от вас, двоих ведущих, я сам сказал, что вот мы бы за Ленура Ислямова условного не голосовали. И всю эту партию Куреш, как вы сказали. А, они там есть. Да, у меня такое ощущение, что за них бы сейчас никто не голосовал. Они там есть. Ну, наверное, тут пройдена какая-то, уже такой срок прошел после избрания, пройдено, даже если они легитимно избраны, в чем я, ну, что я не оспариваю. Такой срок прошел после избрания, люди меняются, обстоятельства, задачи меняются. Мы живем в турбулентное Ну, время. сейчас Э, кризис. Этот Меджлис сегодняшний и этот Курултай, к сожалению, отжили свое и не соответствуют интересам народа. Они не имеют к интересам нашего народа никакого отношения. Поэтому Сейчас в кризис демократии в нашем народе, то есть как единственный выход, это же они же не могут отказаться, понимая, что прошло большое время, они могут уйти и сказать, все, я больше не член Меджлиса. Тогда встанет вопрос вообще о существовании институции. Поэтому я и задаю вам вопрос примерно, что делать в кризис демократии в таких условиях, когда... принимать политико-правовое решение, закрыть глаза единоразово на устав, принимать политико-правовое решение, собираться объявлять выборы Курултая там в конце этого, в начале следующего года, готовить их и проводить их, если мы не можем их провести в Крыму, провести среди материковых татар. Но проводить. Обновлять Курултай национальная элита должна соответствовать духу времени и чаяниям нашего народа. Иначе она не элита. Я уверен, А, что эта элита свое отжила. а как вы к институту Всемирного конгресса крымских татар относитесь? Как мертворожденным. Красивое название.
Не знаю, что он нам дает, вы можете конкретно сказать? Я могу чего-то не знать, я не слежу за этим. Ну вот Эмиль, делегат, кстати, Всемирного конгресса, расскажи, что он должен давать. Машалла, громко звучит. Эмиль, Всемирного конгресса крымский татар должен был в 2015 году решить проблему объединения в условиях оккупации и объединить всех крымских татар и все общественные организации, всех активных крымских татар, вне зависимости от гражданства по всему миру, чтобы, как вы говорите, принимать политико-правовые решения. объединил, сделал то, что должен или нет? Нет. По-моему, ответ очевиден. Как я к нему отношусь? Так же, как Эмиль. Да мне печально то, что происходит с нашим народом. Мне печальна эта стагнация. Мне печально смотреть мне отвратительно смотреть на придворных татар у российской власти, потому что они работают на людей, которые депортировали и убивали наших предков. Да, но мне противно смотреть на отдельных придворных татар на службе у Порошенко, у Ермака с Зеленским, у кого-то еще. Мы потомки великих предков. Мы пережили сталинский режим. Мы вернулись к себе домой. Крымское ханство – это период нашего расцвета было. Мы тюрки. Мы потомки османов. Территории, на которых мы живем, это маленькая часть тех территорий, которые завоевывали наши предки. Мы их потомки. Мы часть великого народа, великой культуры. Мы не можем присмыкаться. Мы должны себя любить и уважать. У нас должна быть элита, которая руководствуется интересами нашего народа. Кулуарно, публично, во всех слоях реальной политики. У нас должен быть национальный бизнес, который поддерживает своих. У нас должно быть много чего. У нас этого всего нет. У нас есть люди, которые пытаются постоянно прорваться к корыту и быть при дворе. У Порошенко, у Зеленского, даже у Януковича были придворные татары. И мне за них стыдно. А отвратительно мне, когда отдельные всякие вот эти твари типа Ильясова и прочих, они работают еще или работали еще и на русских. Или вот вице-премьер Крыма приехал в Киев, живет 10 лет, все хорошо. Фильм снял когда-то. Я вам до эфира говорил, что спрошу по поводу вашего однофамильца. Что думаете по поводу него? Да, мне сегодня скидывает товарищ смс-ку с скриншотом. Министром чего-то там Крыма назначен Куршутов. Я же вздрогнул. Да, это мой однофамилец, я с ним не знаком. Мне за него стыдно. Я ничего не могу сказать, никогда с ним в жизни не виделся. Альберт, по-моему, его зовут, но мы даже не знакомы. Если вы говорите, что есть придворные крымские татары, у нас ничего нет национальной экономики, поддержки национального бизнеса, у нас нет элит, которые могут организовать это и сменеджировать. Давайте так. У вас примерно есть окружение крымских татар, непридворных, как вы говорите, которые, несколько человек, которых вот вы могли бы видеть потенциал вместе с собой. Я назвал фамилии, а через 3 года... Нет, фамилии не называйте, просто есть ли такие? Принципиально, мне кажется, что есть. Принципиально, мне кажется, что есть. Я вижу целый ряд достойных людей. Мы перед эфиром знакомились с Муслимом, обсуждали, я заранее не знал вопросов, я думаю, вы можете это подтвердить. Да, обсуждали, в принципе, о том, что поговорим о Крыме и так далее. Да, и я назвал несколько фамилий в частном разговоре, достаточно известных крымских татар, с какими-то амбициями, которым, в принципе, я доверяю. Я с некоторыми даже не знаком, но которые, мне кажутся, достойными людьми. Некоторые из них в моем там окружении находятся, я с ними дружу, и я горжусь с некоторыми дружбой. Все, но я просто не понимаю, и вы не подумайте, что я предвзято отношусь к Ислямову, он просто как имя нарицательное, это один точечный пример. Мы можем взять состав Меджлиса, пройтись по нему, просто программы не хватит. Там есть похлеще примеры. Вам не кажется, что у крымских татар на сегодняшний день это, условно, последний бой или последний вздох, либо мы
что-то изменим в своей жизни, и у нас поменяется состояние, либо мы превратимся в тех же самых караимов и крымчаков и станем малочисленным, максимально малочисленным народом, который не является субъектом. Я в это не верю. Мы народ. У нас сформирован, у нас есть признаки нации, в моем понимании. Я чувствую, что мы нация. Я горд, что я крымский татарин. Я, в принципе, не согласен. Я один там из сотен тысяч крымских татар, и я, в принципе, не согласен называться кем-то еще. Ну, вот в моей логике. Но вы понимаете, в чем дело? Да, мы проходим какую-то смуту, кризис национальный, сложные времена из-за оккупации Крыма, из-за неготовности, неадекватности нашей национальной элиты к сложным этим временам. Мы как тот курящий туберкулезник. Но я верю, слушайте, у нас, почитайте Гумилева, там, «Розовый пуст хана», читайте про теорию пассионарности Гумилева, почитайте историю нашего народа. И я уверен, что у нас еще будет период рассвета. То есть народы, которые падали, вставали, снова падали. Вот у нас сейчас сложный период. Но я уверен, что наш сложный период начался вместе с супер циклом распада империй. Сначала с Екатерины, потом империя распалась на какой-то стадии, потом советская власть, империя распалась. Сейчас вот Россия, империя распадется. Надеюсь, это последняя империя, которую нам придется побороть. Потом будет какие-то 10, 20, 30 лет стабильного роста в своем регионе. Ну, то есть трудные времена рождают сильных людей, как говорят арабы. Какие 3 вещи нам необходимы для того, чтобы у крымских татар произошел рассвет? Национальная элита, мыслящая не сиюминутными категориями, стратегически мыслящими, и способная лоббировать интересы нашего народа не только публичными порой глуповатыми заявлениями, а и реальной международной тонкой политикой и политической игрой, и кулуарными договоренностями и связями в Киеве. Это первое. Мы должны быть хитрее, умнее, мы должны быть на шаг впереди других элитарных групп внутри Украины. Тогда у нас будет успех. Это первое. Второе, что нам нужна стопроцентная поддержка своих. Мы должны поддерживать друг друга, поддерживать слабых. Мы не должны требовать друг от друга чего-то, чего мы не можем друг другу дать сегодня. Я не поддерживаю тех, кто, сидя на материке, кричит крымским татарам: выходите, стреляйте в спину русским. Каждого крымского татарина в Крыму. И я не хочу, чтобы кто-либо там попал в какие-то плохие истории. Надо пересидеть. Да, мы должны быть в своих призывах крайне сдержаны, крайне рациональны. Вот, это второй пункт. И третий пункт, который я считаю наиболее он звучит просто, наиболее таким отдаленным, сложным, да. То есть мы должны найти модель, при которой, живя на материке, мы не ассимилируем в какой-то среднесрочной перспективе. То есть если допустить, что деоккупация Крыма произойдет через 20 лет или через 10 лет, крымские, которые живут на материке, дети должны продолжать чувствовать себя крымскими татарами. То есть вот это должен быть у людей, надо воспитывать внутренний барьер к ассимиляции. Мне кажется, что это достаточно важно. Вот как бы я так считаю. То есть мы прожили там 50 лет в Узбекистане, но не стали узбеками. Вот мы должны оставаться крымскими татарами везде. Это очень важно, вот это третий аспект. Ну вот я так считаю. Çok sağ olun Serhat. Спасибо вам.